Для меня Арктика – это большая неизвестность, которую я очень боюсь для себя открыть. Арктика – это суровые морозы. Арктика – это большие холодные айсберги. Арктика – это холод. Арктика – это снег, метель и пурга. Арктика – это пронизывающий ветер. Арктика – это место, которое покрыто белым снегом. Арктика – это холод, это что-то неизведанное. Это белые медведи и сугробы. Арктика – это бесконечные ресурсы. Арктика – это пустота и туман. Арктика – это ледяные глыбы, снег, пурга. Арктика – это холод, зима, ветер, пурга, грусть и печаль. «12 юношей и девушек, 12 молодых исследователей отправляются в самые суровые и холодные условия арктической зоны. Смогут ли они пройти испытания морозостойкостью, при этом не потерять, а найти себя?» Эй, привет всем! Сегодня я отправляюсь в самое экстремальное путешествие своей жизни! Да, и я тоже. А угадайте, куда мы едем? А спорим? Не угадайте! Мы едем в Арктику! Так что, ребята, ждите еще больше видео! О нет, если там не будет интернета, то я не переживу. Да ладно вам интернет, мне главное душ. О, да! И вкусную еду никто не отменял! Ребята, вы что? Это же Арктика! Там ничего нету! А я вот проспорил. Поэтому еду. А вы кто как? А я еду за новым контентом. Подписчики меня ждут. А я вот сбежала от этой злосчастной пандемии. И я тоже. И я. Так. Надеюсь, из вас никто не болеет. Приветствую всех молодых участников-исследователей. Через пару минут вы отправитесь в самые неизведанные земли нашей планеты. Желаю вам в этом непростом путешествии найти то, что вы ищете. Дорогие исследователи, добро пожаловать в самую холодную зону нашей необъятной Земли. Здесь вас ждет много нового, неожиданного. Не упустите возможность найти то, ради чего вы здесь находитесь. Главное, помните, тепло – это то, что надо оберегать. О, да! Я здесь ради своих влогов! Подписчики меня ждут! А я лично еду, чтобы увидеть большие ледники. А мне ничего не надо, лишь бы перетерпеть все это. Спорт есть спорт. Ребята, боюсь, когда у нас сядут смартфоны, мы не сможем их зарядить. Наш дизель встал. Камера села! А как мои подписчики узнают, что со мной происходит? О, нет! Я не успела сдать отчет о своей работе. Меня теперь уволят. Новости! Какие? Я не дочитала новости! Снова произошел какой-то скандал между... Между кем? Между кем? Я даже не успела узнать, между кем! Что не Это все ты виноват. Нечего было все свои приборы подключать. Ты сломался, дизель. Как это я виноват? А кто еще? А кто ты стоял возле
возле дизеля. А я что? Он и так был сломан, я только починить хотел. Ребята, если мы все сядем вместе, нам станет немного теплее. А хотите, я расскажу вам легенду об огне? Нет. Значит, просто слушайте. Мой дедушка мне говорил, что огонь – это главная святыня. Он широко использовался в обрядах. Правила обращения с огнем передавались из поколения в поколение. Огонь очага берегли от осквернения, запрещали бросать в него мусор, касаться огня чем-либо острым, лить в него воду. Народы Севера считали огонь живым существом, имеющим душу. Он обладал очистительными свойствами, мог уничтожить или изгнать злых духов, поэтому использовался в лечебных и шаманских обрядах. Священный, всесильный, божественный. 3 титула есть у огня. Хвалить его в песне торжественной меня обучала родня. О, будь снисходителен, о, будь благосклонен ко мне. Не выйти в пургу победителем тому, кто забыл об огне. Смотрите, он стал теплее. Так вот, что нам нужно сделать. Нам нужно найти огонь. Холод окутал меня давно. С каждым днем он становится все более всепоглощающим. А мои видео – это лишь маска, натянутая на безжизненное выражение души. А что, если меня тоже окутал холод? Я боюсь. Я боюсь даже представить, что будет дальше. Я боюсь потерять и не найти себя. Я боюсь. Я буквально всего боюсь. Да ладно вам! Главное, что вы живы и здоровы, а остальное не важно. Да, не важно. Абсолютно. Не важно даже, что вы ничего не чувствуете. Не важно, что с каждым днем все становится труднее и труднее. Не важно. Холод, 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 холод. Неизвестность! Неизвестность будущего! Чувство одиночества, страх неизвестности завтрашнего дня. Кто мы? Зачем мы здесь? Как себя найти? Что нам делать? Полярная ночь сходит с ума! Я знаю, что вас гложет. Кто здесь? Ветер, морозный ветер. Я знаю, что вас гложет. Одиночество, опасение, притворство. Это все внутри вас. По древним легендам северного народа, душа человека, его обии, мыслились носителями особой жизненной энергии. По преданиям, обии человека состоит из 3 частей. Первая после смерти отправлялась в мир мертвых. Я боюсь.
Боюсь уйти из дома и больше никогда не вернуться. Боюсь вмиг потерять всех своих близких. Боюсь потерять свою ненавистную работу. А что, если я хочу перестать бояться всего на свете? Что, если я хочу жить без своих опасений? Главное, помни, это все внутри тебя. Что, если у тебя ничего не получится? А что, если твои близкие сейчас в беде? А может быть, ты упускаешь свой единственный шанс воплотить все свои мечты? Ты уволена! Бойся, опасайся! Бойся, опасайся! Бойся, опасайся! Если по первому снегу олень не вернулся в родное стадо, значит, задрала его пакостница Растамаха. Если орлан Белохвост покинул гнездовье, значит, нашел он место безлюдное. Если сестра моя лебедь с весенней песней юности не покружилась над моим чумом, значит, погибла от браконьерского выстрела. А если ты не зверь беззащитный, и не перелетная птица, и крылья твои целы, но дорогу не нашел в родной чум, то какую причину придумаешь ты себе? Это моя реальность. Я хозяин своих страхов. Отныне вы все подчиняетесь мне. Вторая душа имеет двойника, которого могут видеть далеко не все. Как ты? Я несчастна. Все отлично. Мне больно. Мне не больно. Я не справляюсь. Мне не нужна помощь. Это неправда. Это не так. Я говорю правду. Я никогда не лгу. Я говорю правду. Я никогда не лгу.
Наполнены чувства мои. Ветер доносит Алгыса напевы, и тут же слетают оковы с души. След загорается пламя надежды и чувств пробуждения ото лжи. Третья душа – душа-тень. Тень человека – часть души. Его нельзя топтать, колоть, иначе человек принесет боль лишь самому себе. Здесь кто-нибудь есть? Неужели я один? Почему я снова один? Меня никто не слушает. До меня нет никому дела. Тень человека – часть души. Не губи себя. Я не гублю себя! Кроме меня! У меня никого нету! Все отвернулись от меня! Я никому не нужен! Когда олениху медведь задрал, а олененок всю ночь возле озера жуткие звуки ловил. Его состояние можно назвать одиночеством. Когда в ужасном пожаре лесном весь соболиный род погиб, и только один соболенок чудом живой остался, и всю ночь он кашлял от дыма, от запаха паленой шерсти своих сородичей. Его состояние можно назвать одиночеством. Когда браконьерская ржавая петля у луча на тропе медведице горло сдавила, а медвежонок всю ночь холодную кровь вместо теплого молока из пухнувшего тела матери всасывал и горячего дыхания просил. Его состояние можно назвать одиночеством. Но если сегодня друзья твои тебя не поняли и не поддержали... Если ты накричал, рассорился и прогнал их прочь, чувствуя себя 1000 раз правым, как смеешь ты, тебе говорю, твое состояние назвать одиночество. Не так уж твоя правда! А ведь и вправду я, ничуть не осознав свои невзгоды, неправоту свою, не чуждым словом называя, одиночество, прикрывшись, я живу. Но если бы не голос севера глаза открыв, не одурманив силой дух ледяных простор,
бы чувства я полета и свободе, жизни, тяготения. Наши предки край отцов любили, лес и горы свято берегли. Уходя в тайгу, огонь кормили, чтобы помогал им дух земли. Тот костер, что зажег Улуро, верю, будет гореть все ярче. Мы войдем в хоровод единый и станцуем наш танец Хеджа. Священный, Всесильный, божественный. 3 титула есть у огня. будь славен живительный. Огонь, согревающий нас. Ты гость на земле удивительный. Ты солнце, всевидящий глаз. Поздравляю! Ваше первое испытание успешно пройдено. Арктическое пространство очистило ваши внутренние тревоги. На этом ваше исследование не подходит к концу, а наоборот, только начинается. Ау, где все? Где вы все? Неужели вы потерялись? Я же говорил, Внимание, исследователи! То, что таится внутри вас, и есть то, кем вы являетесь. Ответьте на свой главный вопрос. А на какой вопрос нам нужно ответить? Это же очевидно. Нам нужно спросить у ветра. Эй, ветер! Лица не имеет изменчивый ветер, но все же мы его узнаем, заметим в поклонах травинок белоголовых и в тихой беседе листов тальниковых. Ветер! Изменчивый ветер! Какие ответы нам нужно найти? Спросите у себя, откуда родом. И коль ответите, что из тундры дальней, какого вы бы ни были народа, себе во всем доверьтесь изначально. Что это все означает? Я догадываюсь. Мои предки родом из севера. Я связан с этим местом. Я вырос здесь. Порой из краю приходилось слышать нелестные слова мне об Овене. Мол, недалек умом и темен духом. Мол, нелюдим и замкнут постоянно. Сказать такое просто грех великий. Я знаю, мой народ иной породы, родившись говорящим по-овенски. Сородичей насквозь я вижу душу, как светла, певуча и прозрачна. Горные речки, свежая вода. Так душа моих таежных предков чистой и простой была всегда. Как после зимы с небес весенних смотрит солнце нежно и светло. Так мои собратья-северяне бескорыстно дарят всем тепло.
Пускай же мой певучий древний говор сливается с другими языками. Пускай живут эвены не скудея, и звон рогов оленев умножают. Пускай танцует танец предков Эджи, пускай цветут улыбками их лица. И каждый человек тогда увидит, как мой народ радушен и прекрасен. Не принес своих родственных звеньев, проросших в глубине души моей, корни мои, словно корни деревьев. Ты где? Да, он пропал, он же был здесь. Эй! Эй! Иди! Эй! А ты чего не ищешь? Быть близким к своим корням – это быть близким к самому себе. Но ближе всего ко мне моя мать. Один человек только есть на свете, который пожертвует всем, что имеет. Когда заблужусь я во мгле, и сердце на черном ветру занемеет, один человек – это мама моя. Прости меня, мама, что родину предков оставила для шумного города я. Прости, что к тебе выбираюсь я редко. Позвать бы тебя, приезжай поскорей. Но знаю, без наших родных матерей и бабушка тундра дыхание утратит. Но мысленно я каждодневно с тобой. Ты вспомни меня, моя мама, без слез. И знай, моя мама, пойми, дорогая, я в городе бьюсь не за жирный кусок. Я верю, что избранный путь мой высок, что труд мой во славу родного народа. Самое главное, чем дорожу, мать моя милая, это она, землю и воздух, которым дышу, мне подарила на все времена. У тебя фотографии маминой нет, так сказал мне однажды друг.
Но я усмехнулся ему в ответ и сказал: посмотри вокруг, вот равнины морщинистые мои, это щеки мамы моей, по холмам словно жилки бегут ручьи, это руки мамы моей, травяные ресницы тихих озер, это мамин ласковый взор. Ошибаешься, друг, я сказал в ответ, вон он, мамы моей портрет, поглядите, взгляните, мои друзья, как прекрасна мама моя. Где вы все? Север мой родимый, теплый чум Эвенов, будь благополучен в этот трудный век. Эта речка так чиста, прозрачна, как душа дочери моей. Этот луг зеленый так наряден, нежен, как облик дочери моей. Край ты мой таежный, ты так добр входящим, как добра и дочь моя. Сердце твое, как цветок, нежный цветок луговой. После нелегких дорог так хорошо мне с тобой. Сердце твое, как родник, чище его не сыскать. Жажду свою я привыкла в сердце твоем утолять. Расцветающие листья деревьев, колыхающих в таежном лесу. Они будто колесо сансары будут лучше, чем каждый из нас.
И вновь себя я вашим сыном, частицей вашей ощутил. Мне не страшны теперь ни беды, ни одиночество, ни грусть. И даже если я уеду, то обязательно вернусь! Не теряйте веры, люди. Верьте в завтрашний свой день. Если вера с вами будет, жизнь не сможет оскудеть. Жизнь природу повторяет, все по кругу в ней идет. Оживает, увядает, а потом опять цветет. Древо семьи, древо традиции, древо души. Это то важное, без которого человек не сможет найти гармонию с собой. Ребята, где вы были? Мы вас по всему лесу обыскали. Не бойтесь, друзья, мы все нашлись. Да, мы все нашлись. Природа, природа, природа. Прием, прием, прием. Природные ресурсы Арктики, особенно ресурсы континентального шлейфа, являются стратегическим резервом общенационального значения и объектом особого внимания со стороны правительства. По реке плывет нефть, нефть, нефть. Лодку, сети и весло пропитала нефть. Щуку вспоришь, нож в нефти. Облако на небе тоже почернело. На подоле чума масляные кляксы. Лес мой перечеркнут черной полосой. Вы только посмотрите! По всему побережью разбросаны разные отходы. Должно быть, это бытовые и производственные отходы действующих предприятий. Это просто немыслимо! Ветер! Изменчивый ветер! Приди к нам! Ветер! Изменчивый ветер! Ответь нам! Что случилось с ветром? Должно быть, он доносит нам крики природы. Наиболее информативными индикаторами загрязнения окружающей среды на конкретных территориях являются выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты.
не плакай. Платит за прогресс человек. Черным камнем душу прижимая, боли и слезы больше не дая, от ушибов я от ран стенает, и плачет день и ночь земля. Скалят зубы взорванные глыбы, и печально чешуей горя, вниз плывут отравленные рыбы, обвинения всем золотаря. Выжжено, отравлено изрыто, с ягельником мертвым на груди, колеями до костей пробито. Что нас ждет нам впереди? Без ресурсов Арктики мировая экономика немыслима. В арктическом секторе России уникальные ресурсы углеводородного сырья, алмазов, золота, меди и другие драгоценные металлы. Но здесь не только ресурсы. Здесь стоит великая духовная мощь. Нам надо развивать экономику. Нам нужны эти ресурсы. Почему решать кто-то должен? Чванливо, глупо, самочинно. Как им жить и какие песни петь? И в какую звезду верить? Надо помнить, что наши народы не мудры, как сама природа, и горды, как крутые скалы. Им не каждый правитель подстать. Как лучи огнеликого солнца никому на земле не подвластны, так и севера дети свободны. И судьба вил должна быть в руках. Alamay makan hallantan, ayi sargala, aralayan gelen. Alcan mitkehan, ani doyda butun, abarahta Allah sile. Arçılan, arangatçılan, ayi ulu gülen büyüyen.
символ возрождения России. Она еще над миром прозвучит. Зайдут над нею чистые рассветы, и будет солнце доброе сиять. И завладеет тот ключом планеты, кто Арктике сумеет другом стать. Ну а люди тут, как долины, широки, щедрые, открыты. И крепки, словно эти скалы, даже холод их не берет. Как бы их ни гнула природа, как бы их судьба не ломала, Как бы время их не пытало, они будут идти вперед! На Земле 7 миллиардов человек. Каждый человек проживает свою неповторимую жизнь. Среди будних суматох, вечной спешки, однообразных дел человек забывает чувствовать то, что происходит здесь и сейчас. Сегодня Арктика привлекает исследователей в первую очередь своими ресурсами, перспективной добычей полезных ископаемых. Но крайний север интересен еще и тем, что может дать ответы на многие загадки в науках о Земле и жизни. Есть такое понятие, как эффект райдера. Когда ты видишь со стороны, как райдер летит по крутому склону, кажется, что он вот-вот упадет и разобьется. Но когда ты сам этот райдер, страха нет. Вот отсюда, из Арктики, люди на большой земле похожи на экстремальщиков в крутом пике, а я на зрителя, который смотрит головокружительное шоу. Мне кажется, стоит уже сейчас наблюдать за чем-то еще, кроме курса доллара и социальных сетей. Даже если вы изучаете домашних питомцев, вы многое узнаете о мире за пределами цивилизации, и коронавирус перестает быть таким уж оглушающим явлением. Для чужака, как будто он ослеп, вся Арктика немая и пустая. В его глазах один лишь белый снег лежит пустыней без конца и края. Не видно ни деревьев, ни жилья, и ничего живого нет, досада. Но жизнь здесь есть, особая, своя. К ней просто лучше приглядеться надо. Вон там, под дальней сопкой, как маяк, над белым чумом белый дым струится. А это жизни самый верный знак. Тут и слепой не может ошибиться. Поздравляю! Вы успешно прошли проект «Грани северных вершин». Найти себя, почувствовать жизнь, наслаждаться моментами. Все эти грани и являются частью вашей души. А кто же будет следующим исследователем?